Сейчас в Кызыле для тех, кто десятки лет ютится в старом аварийном жилье, а также для детей-сирот строятся многоквартирные дома в микрорайоне «Спутник», на улице Полигонная, на улице Иркутская и рядом со школой номер 17. На Полигонной возводится целый жилой комплекс из 10 пятиэтажных домов. Строительство могло начаться на год раньше, если бы не затянули вопрос с согласованием земельного участка. По этому поводу Владислав Хувалык требует объяснения у мэра Кызыла. Долго согласовали из-за того, что это ближе к дороге, какие-то были ограничения. Да, электролинии. И... Просто говорят, что долго согласовывал город. Да, изначально там было, а потом сюда перенесли. Там потом в перспективе, в планах было 9-этажное поставить с той стороны. По разрешению на строительство давайте я разберусь. Давайте уже, Карим Барлович, ускорьте, ладно? Хорошо. Ускорьте. Да, вот. Неправильно, без разрешения, видите, как храны, все работают, люди, все трудятся. А нам нужно будет, мы уже туда на инженерную инфраструктуру уже деньги подогнали. Все, деньги уже есть. Территория нового жилого комплекса на 400 квартир в «Спутнике» ждет благоустройства. Здесь появится оздоровительная площадка открытого типа, сквер, а также детские спортплощадки. Еще одна хорошая новость для новосела в том, что в третьем квартале следующего года рядом начнется строительство новой школы. Здесь мы в комплексе прорабатывали, здесь и подход планируется. Структурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Объявляли Минстрой, оборудование поставляет. Мы площадку готовим. Изначально 5 миллионов выходило, потом сейчас 12. 12 объявили, к сожалению, сейчас никто не вышел. Повторно сейчас объявлять будем. По улице Иркутская тоже готовы к сдаче 2 40-квартирных дома. Гендиректор подрядной организации ООО «Энергострой» Николай Крапивин считает нужным пояснить, что в смету проекта благоустройство территории вокруг дома не входит. Микрорайон Иркутский – это вот 4 дома, которые мы планируем буквально в ближайшее время представить к сдаче. Закончены 4 40-квартирных дома. 12 и 13 строения, они готовы 100%. Вы сами посмотрите. Здесь все покрашено, все ждет жильцов дом. А на 18-19 те 2 дома, там заканчивается отделочная работа, покраска, там и плитка. Тоже к концу идет буквально 2-3 недели, и там тоже будут готовы под заселение. Здесь вопрос стоит сейчас в благоустройстве. Мы, понимаете, у нас нет в контракте вот этого благоустройства, но вчера вышел аукцион на благоустройство этих домов. Посмотрим, какая организация возьмется за это дело. Желательно бы сдать, чтобы было здесь выполнено благоустройство, понимаете. Вот мы сдали в том году 6 домов без благоустройства. Видите, сейчас что творится. Люди мешают, машины мешают, там очень медленно все это дело идет. Рядом со сданными в прошлом году домами на Иркутской возводят еще 2 9-этажных многоквартирника. По словам представителей подрядной организации ЛЧ, в этих домах на первых этажах будут располагаться магазины. Следующие 2 дома на 90 квартир каждый строятся рядом с 17-й школой. Эти здания предприятие «Восток» возводит из стройматериалов собственного производства. Благоустройство территории тоже будет произведено за счет компании. В планах возведения здесь и еще 2 9-этажек. Строители работают по 12 часов. Еду им привозят. Зарплата достойная. Но рабочих рук все равно не хватает. В данный момент мы строим 2 дома, 2 пятиэтажных, 5-подъездных дома. В каждом доме по 90 квартир. На данном этапе мы ведем строительство, возводим 2-й этаж. Цокольные этажи на одном и на 2-м доме выполнены. Планируем к концу года на 1-м доме, вот напротив которого мы сейчас стоим, закончить тепловой контур и приступить к отделочным работам. Сдача планируется, наверное, где-то март-апрель месяц. 1-го дома. 2-й дом где-то будет, наверное, июль месяц, до 22-го года. Также мы сейчас привязываем 2 9-этажки одноподъездных. Вот они будут в начале вот между нашими домами и 17-й школой. Тоже, наверное, к концу лета мы эти 2 дома тоже введем. До 2024 года в республике планируют ввести в эксплуатацию 767 тысяч квадратных метров жилья. Со стороны республики для ускорения темпов комплексной застройки создаются все необходимые условия. Сооружаются новые дороги и создается инженерная инфраструктура. Реконструкция улицы Байгакской началась 12 мая 2021 года. К 1 августа мы ее закончили. Дорога протяженностью 1475 метров, ширина проезжей части 15 метров, 4 полосы движения. По обеим сторонам дороги тротуары, газоны.
освещение по современным новым требованиям с бортовыми камнями. Установлено 42 знака дорожных, искусственная дорожная неровность для успокоения движения автотранспорта. 4 остановки с 4 автобусными павильонами. Светофор ставит сам город за свои собственные средства. Отметим, что автодорогу на улице Полигонная тоже расширят до 4 полос. Таким образом, интенсивно обновляются и улучшаются все перспективные микрорайоны города, что в свою очередь повышает инвестиционную привлекательность республики в целом. Айдана Ховлы, Чайхан Дунгак, Миран Иргит, Това 24.